В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». И я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. На этой неделе Абхазия отмечала 25-летие создания вооруженных сил страны. 11 октября 1992 года председатель Президиума Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба подписал указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Как формировалась абхазская армия, о ее прошлом и настоящем нам расскажет гость в студии сразу после обзора других наиболее заметных событий недели. Ирина Аршба продолжит выпуск. Как бороться с мраморным клопом? Этой проблеме было посвящено совещанию президента, которое состоялось в понедельник с участием экологов, ученых, представителей Министерства сельского хозяйства Абхазии. В последние дни мраморные клопы в поисках места для зимовки начали проникать в дома. По словам специалистов, одно насекомое откладывает до 250 личинок. Сегодня угрозе уничтожения мраморным клопом подвергается уже более 100 видов сельскохозяйственных культур. Президент Рауль Хаджимба дал указание создать комиссию по борьбе с вредителем и заложить в бюджет следующего года расходы на закупку препаратов для его уничтожения, а также определить наиболее эффективные средства борьбы. У Министерства внутренних дел новый руководитель. Президент Рауль Хаджимба подписал указ, согласно которому Аслан Кубахи освобожден от должности министра внутренних дел Республики Абхазия. Этим же указом министром внутренних дел назначен Гарри Анатольевич Аршба, который в 2008 году возглавлял управление уголовного розыска МВД Абхазии, а в 2011 работал начальником УВД по городу Сухум. За Асланом Кубахи сохраняется должность вице-премьера, куратора силового блока. Абхазские ветеринары говорят о распространении в Абхазии вируса нодулярного дерматита крупного рогатого скота. Случаи заболевания уже зарегистрированы в 4 районах страны. Об этом, в частности, шла речь на коллегии в Государственной ветеринарной службе. Первый случай заболевания крупного рогатого скота вирусом нодулярного дерматита в Абхазии был обнаружен в июне месяце в Галском районе. После этого в республику срочным образом была завезена вакцина в количестве 20 тысяч доз, которая быстро закончилась, так как в республике поголовье скота на сегодняшний день составляет не менее 250 тысяч голов. В ближайшее время в республику будет завезена очередная партия вакцины. Следует отметить, что вакцинация эффективна только если на момент прививки животное здорово. Сама болезнь при своевременном обращении подлежит успешному лечению. Эта болезнь подлежит лечению и успешно проводится лечение. Просто нужно вовремя приступить к лечению. Что касается профилактики против этой болезни, здесь вопрос тяжелее, потому что вакцина производится только в Турции. Специфическая вакцина. Она достаточно эффективна. Сейчас мы не будем говорить о том, что она обязательно спасет все поголовье. Мы так тоже не можем говорить, но она считается эффективной. Человеку не рекомендуется забивать на мясо и употреблять пищу мясного молочного происхождения от больного животного. Я объясню почему. Потому что это будет способствовать дальнейшему распространению. Вот это единственная причина. Фильм Владислава Ардзинба «Драма победителя» получил специальный приз фестиваля «Россия». 28-й открытый фестиваль документального кино прошел в Екатеринбурге. В рамках мероприятия, представленному на конкурс фильму Владислав Ардзинба «Драма победителя» производства Госфильмофонда России и кинокомпании «Сухумфильм» вручен специальный приз фестиваля за раскрытие образа патриота, выдающегося политического деятеля средствами документального кино. Режиссер и автор сценария картины Сергей Русаков, оператор Сергей Литовец, продюсеры Николай Бородачев, Кисоу Хагба. Приз был вручен сопродюсеру картины с абхазской стороны Кисоу Хагба. 5-й международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии-2017», посвященный 85-летию Абхазского государственного университета, открылся в Агу. Проект организован при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия республики. В арт-пленэре принимают участие известные художники Абхазии, России, Турции, Швейцарии, Украины, а также студенты кафедры изобразительного искусства АГУ. В этом году особенностью арт-пленэра «Краски осени Абхазии» является то, что участники проекта будут работать не только в городах, но и в селах. Планируются поездки в Лыхны, Дури, Пшчелу и Бедию. На открытии арт-пленэра был продемонстрирован кратковометражный фильм о целях и задачах проекта. Участники и гости арт-пленэра отмечали, что такого рода мероприятия способствуют расширению международных и межрегиональных связей. Международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии» завершится 17 октября. Лучшие работы художников будут представлены на отчетной выставке.
11 октября официально считается днем создания вооруженных сил Абхазии. В их структуре органы Центрального управления, сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы. Об этапах становления абхазской армии. Репортаж Елена Лолова. Армии победительницы 25. Гагарская удачная военная операция как точка отсчета в формировании регулярной армии и Генерального штаба Абхазии. Тогда, в первых числах октября 1992 года, сопротивление врагу оказывали стихийно созданные группы ополченцев. Оружие добывали в ходе боев. После освобождения Гагры и создания 11 октября Министерства обороны появились взводы, батальоны, бригады. Военного опыта набирались непосредственно в боях. Профессиональных военных, кадровых офицеров тогда было по пальцам перечесть. Тем не менее, удалось создать боеспособную военную структуру и выиграть войну. Первые месяцы абхазская армия оборонялась, а потом постоянно наступала. Главнокомандующим вооруженными силами стал первый президент Владислав Арзымба, а первыми военачальниками были Владимир Аршба и Султан Сосналиев. Послевоенные годы абхазская армия столкнулась с новыми вызовами и угрозами. Только в период с 1993 по 2008 годы в Галском районе было совершено около 200 террористических актов, в результате которых погибли более 300 сотрудников силовых структур. Параллельно командованию приходилось решать проблемы с вооружением подразделений. С трудом удавалось кормить солдат, одевать и обувать. Но даже с учетом этих проблем, при поддержке других силовых структур республики и российских миротворцев, армии удавалось своевременно реагировать на Галском направлении. Материально-техническое оснащение вооруженных сил качественно улучшилось после признания России независимости республики. Теперь у солдат и офицеров есть парадная и ежедневная форма, необходимое вооружение и военная техника. Боевые навыки и боевое слаживание частей и подразделений отрабатываются на плановых военных учениях Министерства обороны. Напряженность в регионе, стремление Грузии вступить в НАТО и нежелание подписывать мирный договор вновь актуализировали тему безопасности и обороноспособности. В сентябре этого года военные Абхазии получили более 10 автомобилей «Урал» и другое имущество. Таким образом, Абхазия и Россия приступили к практической реализации соглашения об объединенной группировке войск, подписанного министрами обороны двух стран в ноябре 2015 года. Документ предполагает создание единого российско-абхазского контура обороны, координацию усилий обеих стран в организации защиты госграниц. Речь в соглашении также идет о серьезной модернизации армии и об обучении абхазских офицеров в России. Количество вооруженных сил Абхазии составляет около 3000 человек. Но, как и в день основания абхазской армии, ее основным стержнем остаются ветераны грузино-абхазской войны, люди с военным опытом, а также резервисты, которые регулярно проходят переподготовку. Это они вместе с военными Министерства обороны и другими силовыми структурами Абхазии участвовали в событиях 1998 года в Галском районе и военной операции 2001 года в Кадорском ущелье, когда отряд Руслана Гилаева вторгся на территорию Абхазии. В 2008 году они освобождали Кадорское ущелье. Как тогда, так и сейчас резервисты готовы в любой момент встать под ружье и стать активно действующим подразделением вооруженных сил страны. Елена Лолова для событий недели. Создание армии – важная веха в истории Абхазии. Тем весомее оценка этого события людей, непосредственно принимавших участие в ее формировании. В нашей студии сегодня генерал-майор Вооруженных сил Абхазии в отставке, кавалер ордена Леона Закан Нанба. Здравствуйте, Закан Владимирович. Здравствуйте. Закан Владимирович, на этой неделе исполнилось 25 лет абхазской армии. Расскажите, пожалуйста, какой была на тот момент абхазская армия? Какие времена она переживала? Насколько была обеспечена продовольствием? Каково было вооружение? На момент подписания вот этого данного постановления, это 92-й год, эта акция была, мера была вынужденная. Почему? Потому что не началась бы война и, возможно, формирование абхазской армии в ближайшее время, в то время, она не стояла в плане. Тогда начиналось формирование Национальной гвардии,
Вот, это было постановление тоже перед этим, перед войной. Начали только формировать, и то до конца не сформировано было, полк внутренних войск. На это, вот на этой основе как бы она должна была обеспечивать функции Национальной гвардии. Обеспечение какое было? Ну, на момент начала войны, можно сказать, никакого обеспечения. Просто население обеспечило своих ополченцев, где какие села стояли, допустим, в каких рубежах, их односельчане привозили, там собирали какое-то съедобное что-то и привозили туда им. А оружие кто что где достанет, тот и держал. Практически никакого тоже вооружения на начальном этапе тоже не было. Начиная от двухстволок, начиная от дедовских карамультуков, что только можно было не увидеть. Но абхазская армия закалялась в боях. Что было дальше, что было после войны? Но, вы знаете, на сегодняшний день абхазская армия, она немногочисленная, но достаточно мобильная, достаточно вооруженная. Правда, вооружение образца тех периодов, это советского периода, современного образца, современного оружия у нас сегодня как таковой нет, но вот то, что есть, мы держим в исправном состоянии. Я бы хотела, знаете, вернуться именно к тому периоду послевоенному. Вот наша армия сформировалась, она сформировалась в боях. Люди научились воевать, люди научились военной дисциплине, люди научились служить, да, как это принято в армии. Что было потом, какие времена она переживала вот за этот период? Во время войны были подразделения сформированы для ведения боевых действий. Да. Именно для войны были сформированы. А после войны сразу пришлось уже создавать настоящую армию из призывников, из молодежи. А во время войны участвовали все, от 18 до 65, где-то и до 70-летние тоже принимали участие. И женщины, и мужчины. А армия уже имеет свою специфику, свою структуру, свои подразделения, которые должны именно воспитывать молодежь, которая призывается. Функция армии, она и сегодня, и сразу после войны, они какие? Они предназначены для того, чтобы вот на начальном этапе возобновления, допустим, боевых действий, армия имеет какую функцию? Удержать на какой-то период продвижения противника до формирования резервных подразделений. Все же ни одна армия в мире, она не способна вести войну, если не привлекать резервов. Первый принимает, допустим, с началом боевых действий. Это пограничники, которые удерживают час-два продвижения противника до подхода подразделений армейских. А армия удерживает 5, 6, 7 часов противника до формирования, до быстрого формирования резервных подразделений, до подтягивания их до линии фронта. Вот так она должно. Вообще-то по правилам войны она так. А в нашей армии сколько сейчас родов войск? У нас практически все рода. Но подводного флота нету, космических у нас нету. И, а так в вооруженных силах у нас все, ну, десантных войск тоже нету, но функции десанта выполняют все. С началом боевых действий, там высадка десанта, это и морем, и с воздуха все будут выполнять. Все подразделения есть. Но к этому мы пришли очень трудной дорогой. Вот сразу после войны
было время, что мы, армия сеяла кукурузу, выращивали кукурузу, засыпали в амбары, строили большие амбары. Вот как на свадьбах на абхазских, мамалыгу варили, вот так кормили подразделения. Вот такое было. Сейчас, слава богу, государство обеспечивает и одевает, и обувает, и какое-то вооружением обеспечивает. Как часто проходят учения? Насколько вот эти рода войск, они одинаково боеспособны? Или есть более сильные подразделения, и есть как бы те, которые в чем-то уступают? Вы знаете, у нас по плану боевой подготовки в вооруженных силах каждый год проходят масштабные учения с привлечением резерва. А так батальонные тактические учения. Ну, начиная от ротные учения, батальонные учения. И уже в конце года для подведения итога, когда подводится итог, приглашаются резерв. Одной из резервных бригад или восточной группы войск, или здесь Гумистинского фронта, так назовем. И проводят с применением всех видов и родов войск, и авиации, и бронетехника, и артиллерии, и системы залпового огня. Все виды оружия мы. Скажите, это происходит на специальном полигоне или есть какие-то, ну, допустим, выезды в горы там и прочее? Нет, у нас два полигона. Один находится, это известно, в Цибельде, второй находится в Нагвало. Мы используем два полигона. Как часто проходят учения с российскими подразделениями? С российскими подразделениями у нас проходит, знаете как, вот подписан о создании совместной группировки войск, но пока, вот единственное, вы знаете, наверное, вот недавно было передано военное имущество, какое-то количество автомобилей, автомобильного транспорта, но до других еще, видимо, у них не дошли руки, и очередь не дошла, видимо. Пока, что у нас есть масштабное совместный план действий в случае нападения противника. Известный противник у нас Грузия. Вот. Есть вот такой план. И ну, иногда такие штабные учения, командно-штабные учения проходят у нас совместно с россиянами. Было подписано соглашение об объединенной группировке войск. Что это соглашение означает для нашей армии? Как вы расцениваете? Я считаю, что это очень важное соглашение. Почему? Потому что если мы создаем совместные подразделения, одно общее, да, допустим, мы должны иметь такое же вооружение, как и в российской армии. Не могут же они себя вооружить хорошо, когда мы находимся в одной казарме, допустим, да, в одном пространстве, в одном театре боевых действий, да, что они будут хорошо вооружены, а мы будем плохо вооружены. Это, считай, что это не подразделение. Так что, я думаю, это на пользу нам, потому что и вооружат, и доведут до того уровня подготовки. Ну, подготовка у нас проходит нормально, вооружение, если будет нормально, я думаю, что... А что предполагается еще в рамках этого соглашения? В рамках этого соглашения предполагается еще постройки 2 или 3 военных городков со всем вот этим вот комплексом необходимых там для этого. Да, для российских военнослужащих? Для наших военных городков. Это в соглашение входит. Вот они сегодня-завтра. Вот мы ждем, когда они начнут. Передача военного имущества, которое произвела Россия для абхазской армии, какое значение имеет? Дело в том, что вот это имущество военное, там в основном грузовые машины большой проходимости, повышенной проходимости. Они сейчас полностью не будут использованы. Мы их поставим на консервацию. Ну, в случае проведения боевых действий там, или учений, да, масштабных учений,
для переброски личного состава, только вот для этих целей. Эти большие машины, они как бы это транспорт. Предполагается ли модернизация в рамках этого соглашения нашей армии? И я думаю, что все равно контрактная служба, она есть у нас сегодня, но мы не призывать молодое пополнение мы не можем. Почему? Потому что они должны проходить, иметь военную какую-то подготовку. Мы их призываем сейчас на 1 год. И, как известно, мы до сих пор находимся в войне с своим противником. Да. Не подписан мирный договор. Насколько мы информированы, сейчас очень много молодых людей проходит обучение в российских военных вузах. Эти выпускники смогут обращаться с современным оружием? Российские военные вузы готовят наших, но у нас и свое училище, которое выпускает офицеров с высшим образованием. Мы готовим мотострелков, артиллеристов. Но по мере надобности мы, допустим, один призыв можем мы артиллеристов готовить, другой призыв авиационных техников готовить. А третий прием, третью группу мы можем принять, допустим, мотострелков. А те наши курсанты, которые учатся в российских высших военных вузах, они пользуются современным оружием. Скажите, достаточное количество молодых людей проходит обучение, если оценивать потребности нашей армии? Вы знаете, выпускники наших училищ, вот особенно наше училище, они во всех структурах, силовых структурах Республики Абхазии служат. Они, какая-то часть уходит в милицию, какая-то часть уходит в СГБ, пограничную службу, какая-то часть в АТЦ, какая-то часть уходит и в таможни и так далее и тому подобное. Но вот мы даем высшее военное образование, а потом уже эти люди могут найти себя в любом силовом подразделении, которое сегодня функционирует в Абхазии. Почему? Потому что мы их готовим по-настоящему. По уровню подготовки вот мы получаем и с российских вузов выпускников, и с нашего училища. А они ничуть не уступают. Преподавательский состав насколько силен? Преподавательский состав подобран нормально. У нас в училище уровень, я скажу вам, высокий. Если вернуться к соглашению об объединенной группировке войск, нет ли такой угрозы, как потеря инициативы со стороны представителей нашей армии? Нет, это мы заинтересованы в этом. В этой группировке, я думаю, что мы больше заинтересованы. Почему? Потому что нам надо защищать. Нас российская армия, по большому счету, защищать не будет. Это если мы станем, они помогут. Мы должны свою землю защищать. Это мы стараемся довести до каждого вновь призываемого. В этом духе мы должны воспитывать своих людей, что мы должны стоять на защиту этой земли. А остальные могут к нам прийти в случае беды, нам помочь. Тогда как осуществляется призыв? Насколько молодые люди охотно идут в армию? Как вы оцениваете Вы этот момент? знаете, по большому счету призыв идет нормально, но вот какое-то вот сейчас вот какое-то поколение много больных. Комиссию начинает проходить, человек не знает, что он плохо видит. Человек не знает, что он плохо слышит. Понимаете? Он думает, что все так видят, все так слышат. И когда начинают его тестировать, выявляется, что он больной. А так, есть категория, конечно, которая там любым путем старается увильнуть там, от службы в армии, но это уже не от них зависит, это от их родителей. Их неправильно воспитывают.
Прошло 25 лет со дня создания армии. Это хороший повод подвести итоги и оценить то, с какими успехами, с какими достижениями эта армия встречает эту дату. Скажите, как вы оцениваете эти итоги? Ну, вы знаете, создать армию – это очень сложный процесс. 25 лет – это ничто. Сейчас российская армия, допустим, уже насчитывает там за 250 лет. И другие армии. В армии еще должна выработаться традиции, выработаться свой, как бы, свое отношение, что ли, свой менталитет, что ли. Ну, это у каждой армии своя какая-то специфика. Но за 25 лет то, что мы создали, то, что мы сохранили, то, что мы имеем на сегодня, это, я считаю, что очень большой успех, большая заслуга. Почему? Потому что мы сегодня можем остановить противника. Но, естественно, это с подтягиванием, с подготовкой резерва. Мы над этим же тоже занимаемся. У нас есть мобилизационные планы. Каждый, кто в состоянии держать оружие, каждый знает свое место в случае тревоги, куда он должен прийти, за сколько он должен туда прийти. Самый большой срок – это 22 часа, за которые мы должны сформировать уже резервы и подтягивать уже к линии фронта. Вот. Все это вместе взятое, можно смело сказать, что мы сегодня в состоянии сделать заслон любому агрессору. Самые ближайшие планы и задачи, которые стоят перед нашей армией? Есть план подготовки, есть учебный год. Она начинается, и там перерывов нету. Там вот сегодня вот так напряженное, а потом завтра чуть полегче можно и там полежать. Такого в армии не должно быть, она и не может. Наши военные штабы, как они свою работу сейчас ведут? У нас хорошая школа была. Вот мы после войны, там наши офицеры, в частности я тоже проходил какие-то курсы подготовки в российских высших военных учебных заведениях. А они говорят, вам зачем здесь учиться, когда у вас своя школа, вы уже школу прошли. Мы действительно прошли школу войны. Это пусть никто не скажет, что вот не учился он в военном училище там, или в военной академии, он меньше разбирается в тактике, чем, допустим, тот, кто учился там. Это нельзя говорить. И тем более мы в войну имели хороший опыт, хороших учителей имели. Вы знаете, кто первый министр обороны был, это Владимир Георгиевич Аршба был, потом после него стал Султан Сосналев, начальником генерального штаба был, Дебар Сергей Платонович. Авиацию тоже формировали, тоже большие специалисты. Вот как, допустим, первый командующий был Олег Чанбе, потом Ешба, потом его помощники Надар Герзмава. В этих военно-морских силах тоже были большие начальники, энтузиасты. Это был Ачба, это был Нанбе, это был Сан Саныч. Так что у нас была школа большая. Мы учились на живых примерах. И наши штабы сегодня, в рамках нашей армии, спланировать там, провести операцию в состоянии на любом театре военных действий. А вот этот опыт, он передается молодым? Но это передается как? Это на учениях. Ну, да. А сегодня мы их готовим здесь, в училище готовим на этих опытах. Кстати говоря, вот наш опыт ведения боевых действий во время войны, она и в Российской академии изучается. Почему? Потому что там используется
большие силы, менее маневренные и так далее. А мы в эту войну использовали на Гумсинском здесь фронте бригадный способ ведения войны. Это маневренные, состоящие из 5 батальонов, допустим, бригады, которые мы могли вести по линейке, могли уже в конце войны. Так уже умели командиры управлять своими подразделениями, мы могли управлять вот этими бригадами. Так что у нас в этом плане большой боевой опыт. То есть тактические разработки абхазской армии сейчас изучают в российских вузах? Да. Спасибо вам большое. Я благодарю вас, что вы пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. И еще раз поздравляю с таким праздником. Спасибо. Я поздравляю всех военнослужащих абхазской армии и всех, кто стоял у истока формирования вооруженных сил, и кто будет стоять, начиная от генерала и кончая сегодняшнего призывника. Спасибо вам. Ушел из жизни видный военный и общественный деятель Сирии, генерал Уалид Маршан Абаза. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования представителям абхазской диаспоры, общественности Сирии в связи с кончиной генерала Уалида Маршан Абазы. С глубоким прискорбием восприняли в Абхазии весть о кончине видного военного и общественного деятеля Сирийской Арабской Республики, генерала Уалида Маршан Абазы, говорится в телеграмме соболезнования президента Абхазии. Он был признанным глубоко уважаемым лидером сирийской абхазо-черкесской диаспоры, делавшим многое по укреплению связей с исторической родиной. Память о видном военачальнике, государственном и общественном деятеле, достойном сыне абхазского народа, навсегда останется в наших сердцах, подчеркнул Рауль Хаджимба. Праздник кубанского казачьего войска отметили в Абхазии. Особый казачий отдел отпраздновал 321-й день рождения войска и вручил награды самым отличившимся. Мероприятие проходило в Сухумском кафедральном соборе Пресвятой Богородицы. Каждый год абхазские казаки отмечают множество праздников, но именно в этот день все мероприятия начинаются лишь после божественной литургии. С умерением души сердец наших помолимся. Сухумский особый отдел кубанского казачьего войска был образован в 2004 году, а до этого он назывался землячеством казаков Абхазии. Организацию, объединявшую казаков, создали сразу после окончания Отечественной войны народа Абхазии в 1993 году. В нее и тогда, и сегодня входят люди самой разной национальности. Их связывает многое – боевой путь, крепкая дружба и неизменная любовь к родине. Сегодня по численности мы состоим из 4 первичных казачьих обществ. У нас есть Ачимчирское, Сухумское, Гагрское и Гальское первичное казачье общество. Все вместе мы объединены в наш особый казачий отдел. Сейчас по списку без членов семей нас 112 казаков. Мы все постоянно проживаем в Абхазии, мы жители Абхазии, мы граждане Абхазии. Это одно из непременных условий, потому что мы не можем жить и служить на этой земле, не находясь ее гражданами. Мы казаки, мы не пришлые откуда-то командированные люди, мы ваши соседи. Мы ваши родственники, мы являемся резервом нашего президента Республики Абхазия. Мы готовы выступать там и туда, куда у нас направят. Мы готовы оказывать помощь и оказывать защиту нашей любимой Абсны. Получать медали в большой праздник человеку военному приятно вдвойне. Сегодняшний не стал исключением. Среди награжденных казаки с большим жизненным опытом. Друзья их приветствовали многократным «Люба». Я хотел бы вам пожелать здоровья, благополучия вашим семьям и храните ваши такие хорошие моральные традиции и следуйте высоким идеалам патриотизма. В разные времена казачество переживало и расцветы, и упадок, но независимо от этого неизменным оставалось одно. Казак всегда был храбрым воином и настоящим патриотом, готовым встать на защиту Отечества. Нис Фаршба, Беслан Шхинджерия, Абхазское телевидение.
В мае следующего года под эгидой бренда Ocean Man в Абхазии пройдут международные соревнования по плаванию в открытой воде. Впечатляющие спортивные мероприятия проводятся в 5 странах на 2 континентах – в Греции, Испании, Италии, Малайзии и Мексике. Федерация триатлона Абхазии заключила соглашение с международной корпорацией Ocean Man, и следующий весенний этап соревнований пройдет в Сухуми. В субботу в столице стартовали сразу 2 спортивных мероприятия – дружеский забег «Сухумский Октябрь» и финал Кубка Евразии по плаванию в открытой воде. Забег международного масштаба провели Федерация триатлона Республики и серия стартов «Титан». Ну а 15 октября Сухум ждет настоящий триатлон. Троеборье будет состоять из 2 взрослых дисциплин и детской дистанции. 750 метров по воде, затем 20 километров на велосипеде и бег на 5 километров. Вторая дистанция в 2 раза больше, потому и называется олимпийской. Как проходит спортивная осень в Сухуме и какие еще сюрпризы готовит нам Федерация триатлона Абхазии, расскажет Денис Фаршба. Тишина субботнего утра на набережной Махаджиров была нарушена веселой компанией из 200-300 человек со звуковой аппаратурой. В основном это участники дружеского забега «Сухумский Октябрь». Остальные – группа поддержки, болельщики и просто зрители. Пока удивленные рыбаки сматывали удочки, а редкие прохожие пытались понять, какое именно мероприятие будет здесь проходить, организаторы международного забега не только выстроили дорожки, разметки, но и весь периметр украсили очень яркими красочными декорациями. В этом году мы закрываем сезон триатлона российский в Абхазии. Сюда приехали около 180 триатлетов из России. Параллельно с этим было принято решение организовать финал Кубка Евразии на открытом воде в Абхазии. Приехало около 120 пловцов, то есть это уже очень большое количество людей. Также мы решили 2 этих мероприятия объединить и сухумским мероприятием. Назвали его «Сухумский Октябрь». И пригласили граждан, жителей Сухума принять в нем участие. И сегодня вы видите, что у нас все получилось. Было, я думаю, те эмоции, которые испытали родители, видя, как их дети финишируют и стартуют, оно того стоило. В марафоне дружеского бега участвовали и взрослые дети. Возрастных ограничений нет. Бежать любую дистанцию мог каждый. В итоге Сухумский Октябрь собрал более 300 бегунов. Больше всего радует то, что с одной стороны участвуют горожане, с другой стороны эти мероприятия организовываются нашей молодежью, которая не безразлична к судьбе молодежи, детей, к судьбе своей страны. Дай Бог, чтобы это стало традицией, и радует то, что у нас есть такая молодежь, которая видит будущее нашей страны в ее образовании, в ее спортивном состоянии. И дай Бог им успехов. Преодолеть дистанцию смогли не все, но на лицах тех, кто так и не добежал до финиша, радостные улыбки. Сухумский Октябрь подарил им роскошный спортивный праздник. И это уже прекрасный повод для радости. Очень приятно, что начали наконец проводить спортивные мероприятия, потому что спорт – это одно из стимулов должно быть у молодежи, к чему надо стремиться, заниматься. Решил пробежать для себя чисто 5 километров, как говорится, не главное какое место, главное участие. Соперники очень сильные, половина из них легкоатлеты, но я стремился и бежал как мог, и результат, как вы уже видите, прибежал первым. Очень здорово, это настоящий праздник. Я приехала не случайно, здесь живет моя лучшая подруга, и я уже не в первый раз в Абхазии. Я очень рада, что такие замечательные спортивные мероприятия проводятся здесь, потому что спорт это действительно, не знаю, это прекрасно, это праздник, весь город смотрит, радуется, когда я вижу, как пловцы уплывают к солнцу, у меня прям сердце стучит, это здорово. Забег провели перед финалом Кубка Евразии по плаванию. Организаторы предусмотрели 3 дистанции для взрослых на 2,5, 5 и 10 километров. И для детей на дистанцию 1 километр. 14-летний Данил Верещагин из Донецка стал первым среди юниоров. Сухумчанка Алина Ханипелян с лучшим временем финишировала на взрослой дистанции 5 километров. На 10-километровом отрезке лучшей стала Екатерина Василенок. 15 октября в Сухуме стартует соревнование по триатлону. Будет все как и положено на серьезном международном состязании. Ну а дальше наша Федерация триатлона планирует подарить нам масштабный международный праздник плавания Ocean Man. Мы решили, что следующий этап, следующий старт
Открытие сезона российского триатлона мы решили провести в Абхазии 5 мая. Погода нам позволяет. 5 мая уже температура воздуха выше 20 градусов, вода 17 градусов. Для триатлона этого достаточно. Также поступила вчера еще одна хорошая новость. Есть такой старт, он называется Ocean Man. Это международная организация, дислоцируется в Испании, штаб-квартира. У них есть серия стартов, которая проходит в Италии, в Испании, в Америке, на Гавайях, в Америке и в России. Вот, мы с ними вели переговоры, и вот буквально вчера получили письмо. Они согласны, им это нравится. Этап будет проходить в городе Гагра, на берегу, напротив парка принца Альденбургского. Там очень красиво, там шикарные виды. И планируем пригласить до 600-700 пловцов. Это будет очень знаковое мероприятие для Абхазии. Спортивные мероприятия подобной тематики и масштаба в республике проходят впервые. Организаторы уверяют, это только начало. В Абхазию дальше будут приезжать любители красивого и большого спорта. Главное успеть подготовиться и вовремя стартовать. Нис Фаршба, Беслан Шхинджери, Александр Чернов. Абхазское телевидение. На этом наша программа подошла к концу. Всего доброго, до встречи в эфире.